Все, поехали? Давай. Поехали, 4 минуты. Мы едем, едем, едем в далекие края. Спортсмены, блядь. Это зарядка, разминка. Ой, бля. Самое страшное, что сейчас начнем потеть. Молодец. А ты ниже да. ноги, ниже, не понял. А что же он производит? Не-не-не, чем ниже, тем тяжелее. Ну, так у меня это велосипед старый. Второго образца, да? 70 какого? У меня Урал. А был 70? Орленок. У меня с детства была мечта, блядь. 76-го, да, года? Ходи. Не, Но. 72-го образца. А? Велосипед 72-го. А, 72-го, а ты, блядь, 88-го. Ему разница. Так. Что, скорость переключаешь? Так что, Серега, не путай, у вас разница в годах мама-мама. А я ничего и не говорю. А, так, что там, Я Геныч? говорю тебе про то, что у меня 4 минуты, это я уже устаю. Не, я говорю, ты там что-то... Потеть начинаешь, да? А? Потеть начинаешь. Не, что там, Генычу это, говоришь, ноги пониже, да? Геныч говорит, я по старого образца. Так у меня велосипед такой, да, чуть-чуть. Но, Ноги такого. я и говорю, у вас разница мама. Вы ведь родственники, Ну да? да. Как я с ними Родственники мои. Что, родственники? Конечно, родственники. Такие же, как и мы с тобой. У Сереги дедушка и мой батя это двоюродные. У меня также. Что, сыны сдулись? А теперь ты делаешь? Так, ну себе, блядь, нахуй, велосипед-то, бля, в гору не едет. Маленькие свои. Не, личика. А, личика. Ну, я привык материться. Шла. Не. Третья минута. Третья только идет. Мишаканка, полчаса не едем, а? Не, нормально. Ох, красавчики. Так вы, этот, убери свет. О, Серега. Ну, он молодой. Геннадий Геннадьевич. Пару таких поездок в избушку и, блядь. Да, и перехочется ездить в избушку. Тройняшки потом будем. Я так стараюсь каждый день. А я так первый раз. Желательно, Вот юджик. желательно не, Шук-шук-шук-шук. дело не в быстроте. Дело вытягивать ноги и ниже. Вот. Так вот так. Да, дело не в быстроте. Ты от того, что быстрее крутишь, толку нету. Есть на. Не-не-не. Есть на. Не устаешь от этого. то, что Есть ты крутишь. на. Ну давай быстрее, что ты? Да при чем здесь это? Хоть вот так вот крути. Ну, давай, покрути, долго покрутишь. Сань, ты сам крути. Я это кручу уже полгода, я знаю, в чем дело. Это, наверное, на пресс, да? Конечно. Потом начинает болеть поясница. Легче, когда поясницу прижимаешь, выгибаешься. Легче становится. Мне что-то хрустить оно начал. Потом вообще уж хрустить начал. Говорят, упражнение да не упражнение, да, вроде легкотня? Да. Не, это самое тяжелое, ты что? Не тяжелое, но все равно. Тяжелые, на. Ну, уже бы до Пукчи доехали, так. Накрутили педаль. Буксировщик бы не нужен был, да? Ну, Раз, так оно и... да, есть 4 минуты. Нет. Сколько? 30 секунд осталось. Да, еще газку добавить. Вторую скорость. Ни хрена там они летают. Ну, пошлючка. И так продолжалось. Мужики были, Завяжем? мужики были. Всё. Третий день на рыбалке. Все 4 минуты есть. Конер Так я. вот мы проводим время на рыбалке. Вон есть ножком, смотрю, тоже, да, напряг какой-то вот здесь. Ну, а скип он надо сейчас. Ну, такой вот велосипед. На карачках ползать. Простецкое упражнение. Так что, друзья, ездите в лесные избушки, занимайтесь спортом, пейте рыбацкие напитки и будьте вот такие. Ху! Я посмотрю, как вы завтра будете на карачках ползать. Нет, почему? Ну ты-то да, ты полгода тренируешься, а Геныч-то шишамашиш. Я с мелким, кстати, тоже бывает, но не 4 минуты, а может там 40 секунд, или там 30. Ну, Мелкий, папа, хватит. а ски он чуть-чуть. Не, встанем. О, сюти, о, Не, это влияет на пресс. Почему? Это то, что он о, встать, это не сюти, о, сюти. Господи, как будто я всю жизнь книжки читал, да? то. Да. Не, знаешь, что ты спортсмен, но... Пороха не нюхал. Я могу еще 50 раз сейчас отжаться. Сейчас прямо. Хочешь? Нет, но если ты, как говорится, этим занимался, базара ноль, ты Так, отожмешься. если бы я занимался, я бы 500 сжался, блин. А так только 50. Рекорд там космос. Как она, ничего? Немножко спотела? Спина спотела, согласись? Не, лоб немного, да. 4 минуты все равно. Нормально, да? Ага. И Серега сказал, если каждый день заниматься вот такими упражнениями, то рыба клевать будет лучше. Точно. Не, Серега так или лучше. Так что смотрите сами, Сереге сколько? 35, да? 32. 32, мне 48. В принципе, 4 минуты велосипеду мы покрутить смогли. Так что рыбацкий напиток это сила. Это не реклама, ни в коем случае. Не употребляйте спиртные напитки, пейте только рыбацкие. Только на рыбалке. Да. Ежедневная история занятий какая? Как я им это что? Супруга меня озадачила вот, заниматься со старшим сыном. Ага. 20 приседаний, отсчитываешь 30 секунд. Еще 20 Сразу видно, приседаний. человек в армии не был. Еще 30 секунд. Дальше пресс. От пола так, да?
От пола спину поднимаешь, да. Ну, а ноги держит или... Ноги должен сам держать. А ты так как поднимешь? Если ноги легче, чем туша, она не поднимется? Как это не как поднимется? Поднимается. Держи ноги. Поднимается, очень даже красиво Равновесие. это Так поднимается. тяжело, надо, чтобы кто-то держал. Они очень неплохо поднимаются, когда Не, пресс- ноги поднимаются, да, они не должны, нет, мне держать. Я вот, допустим, вот, а в смысле вот так вот, да? Вот так вот, смотри, вот так вот. Ты должен вот так вот поднимать. Да вот, здесь, чтоб ноги не да, поднимались. это тяжелее становится, да. даже не поднялись. Ну, В общем, Ну, чуть-чуть это тяжелее, да. херня. 25 сделал, 30 секунд прошло, еще 25. Дальше выпады пошли. А, прыжки-то тык-тык-тык. Не-не-не, выпады это называется растяжка. Вот так вот делаешь. Вот так вот. А, ну, я понял. Вот так вот это называется выпады по 20 на ногу. Дальше взмахи вверх по 20. А вот так не делайте, ну-ка сними. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Вот так. Так не делайте? Ну, это после занятий. Так, И чё, и ты каждый день вот это страдаешь? да. Почему страдаешь? Это нормально. А что, ты это не делаешь? Хую, видал. Я привык лежать. Заебись, вот. Ну, как видите, на рыбалке люди встречаются разные. Да. Кто-то занимается спортом, кто-то занимается чем угодно. Но на рыбалке встречаются люди совершенно разных интересов. И здесь нас соединяет наше общее увлечение, которое, Единая цель. да, от которого нам всем хорошо, нам всем приятно. Это рыбалка, это труд, тоже обалденный труд, это увлечение, это общение, в первую очередь общение. Вот это вот рыбацкий напиток, что такое? Это еда. Дома мы так не едим, я столько дома не ем. А мы сковородку одну, сковородку вторую, сковородку третью. Мы просто хорошо питаемся вот так. И, естественно, общение. Потому что дома у каждого своя семья, свои проблемы. Вот почему, говорит, в жизни не встречаете, комментарий, да, был? Почему в жизни вы не встречаете, а только вот на рыбалке не разлей вода? Что, говорит, с Иваном Григорьевичем? Они не понимают, вот здесь мы общаемся, а приезжаем домой, у нас у каждого свои проблемы. У каждого своя семья. Мы тут, можно сказать, ну, отрываемся немножко, да, расслабляемся. Приезжаем. У нас же цель жизни же не то, чтобы вот рыбалка, охота, жизнь в лесу. Это у нас увлечение, это у нас временно, да. А сама жизнь-то, это у нас, конечно же, в первую очередь, это семья. Семья, дети, да. Хочется уделить время семье, а не друзьям и кому-то еще. Да, ну а спорт это в первую очередь это жизнь, правильно, Сань? Естественно. Естественно. Саня вот молодец, он 30 раз подтягивается за раз. И ничего, нормально. Подтягивался. Ну, значит, было дело? Было. Не 30, 20, ё-моё. 30 ты уже преувеличил. Ну ты говорил, смеялся 20, а 30 плакал. Ладно, Тримас. Шел третий день рыбалки. Четвертый. День третий. А, рыбалки третий, да. У нас традиционная яичница. Завтракаем. Смотрим телевизор маленький. Интересные телепередачи. Увлекательнее. Зарядку уже сделали, велосипед покрутили, так что все нормально. Санек отказывается делать зарядку, говорит, я так здоровенький. Велосипед я в армии накрутил. С Серегой будешь ходить? Серега тренер по фитнесу. Среди рыбаков, да? Так что еще пару рыбалок с Серегой в избушку и кубики обеспечены. В общем, завтракаем, идем на речку. На улице уже светает. Светает. Санек уже готов. Встречаемся на реке. Что, Санек, как дела? Не клюет? А у меня клюнуло. Первая поклевка. У меня поклевка тоже была. Первая поклевка за 2 часа. Оббурил все лунки. Проверяю буквально по пару минут каждую лунку. И вот Санек подбежал, говорит, у тебя клевало. Села опарыша. Вот сейчас поменял опарыша.
И может быть, если он никуда не ушел, пока я включал камеру, возможно, будет поклевка. Если не ушел. Если ушел, то ничего не будет. Ушел. Значит, что получается? Рыба есть? Ушел. А рыба не хочет есть. Она же есть, показала. Что-то на улице сегодня у нас 13 градусов мороза. После сильных морозов это вообще теплынь, да? Вообще Ташкент. Серега упорно разлавливает нижний плес. Я, говорит, пока отсюда своего 800-граммовника не поймаю, говорит, никуда отсюда не пойду. Вот решили обурить эту ямку с разведкой. И тишина. Единственная поклевка. То профукали. И то профукали, но что-то он не хочет. Видать, погода хочет испортиться. Обещали 0 градусов, даже плюсовую завтра. Так что Смотрел, Гисметео +2 рисовала. я 0 смотрел там. 0, -1 даже. Вот хорошо, да, лунки набурил, если ветра еще не до теплы, ходи, блин, как весной. Ну фиг ли. Если тоже не клюет, тоже неинтересно. Ну, ладно, попробуем, может еще подойдет. Стояла же, она подошла, получается, откуда-то. Сколько она стояла? Минут 20 уже стоит, наверное. На этой лунке. Не хочет. И вот так неподвижно кивок целый день. Есть пулеметный клев, есть супер клев, есть волшебный клев. А бывают такие дни, что вообще никакого клева нет. Вот сегодня именно такой клев. Вон, оббурили все вчерашние лунки. Ну так где-то замерзло, сантиметров 5, наверное. На улице потеплело, как бы комфортно, ветра нет. Сидим без рукавиц. Где-то минус 13 было, когда выходили. Вот сейчас минус 10 примерно. Там вот Серега, Саня тоже руками не машут. Осталось вот буквально с десяток только не пробуренных лунок. Остальные лунки все пробурили. Вот то, что была одна поклевка утром, и все. Полностью полный отказ. Время уже первый час, 15 минут первого. Скоро перекусим, пообедаем немножко. В общем, полный ноль сегодня. Я, конечно, не ожидал, что первый день десяток, второй день сегодня не сильно, но поклевки были 20 штук. Сегодня вообще. Знаю, такое чувство, что рыбы там нету, но такого быть не может. Все равно где-то на столько лунок должно было что-то клюнуть, если бы клевало что-то. Нет, вот одну единственную поклевку видели, и все. Как-то вот так. А ничего. Если бы каждый день рыба ловилась хорошо, так ее бы уже на реке не было. Так что как ни крути, всю рыбу на реке ты никак не переловишь. Потому что очень-очень редко бывают такие дни, что он клюет просто жадно. Леска бывает так, что мормышка не успевает до дна дойти уже. Пока глубину ищешь, штук десяток успеешь поймать уже. Попадал я на такой клев. И как сегодня я тоже попадал, и, кстати, ни разу же. Ну, ничего страшного, я не переживаю ни капельки. Я просто сижу и балдею. Что, Серега, тоже тишина, да? Да. Что такое не клюет и как с ним бороться, да? Болезнь такая, да? Не клевуха? Ай, ай, какая невезуха. Появилась, не клевуха. Будем наслаждаться природой, да? Ага.
Вот ветра как такового нет, да, вот смотришь на елки. Видишь, как они качаются? Чего-то они качаются, а? Ветра же нет. Качаются, качаются, потом оттуда сугроб снега, как селок, бух, упадет, и тут такая снежная пыль с вихрень идет. Вот и остается любоваться этим зимним сказочным пейзажем. Больше красоваться пока нечем. Надо располагать. Ну что, братья-кролики, каково ощущение сегодняшнего клёва? Отлично. Поклевку видели? Они даже поклевку, оказывается, видели. Ну, я тоже сегодня видел одну. Вот здесь хорошо ловится, нормально. Вот сало ловится, нормально. Вообще изумительно. Котлетки ловятся. Чайковский. И заметьте, рыбацкая. Я думаю, что сегодня не клюет-то? Угу. Без рыбацкого и рыба не клюет. Ну, сегодня день выезда, так что обойдемся. Видишь, как снег падает красиво, да? Бух там, главное. Вас там замело, видел? Ага, я смотрю, тоже смотришь. Оно как волной пошло, как лавина. С макушки откуда-то слетело и все под собой забрало. Вот тут вот на повороте яма, наверное, метра 4 с глубиной, ну, с течением. Вот это? Тут получается выход с ямы, тут ровненький плес вот такой. И, ну, никогда без рыбы отсюда не уходили. Все равно, ну, из десяток, ну, поймаешь ты, блин. А тут вообще ни одной поклевки. Нет, поклевки есть, но она вообще не ловится. Просто не хотит. Может, после обеда сейчас, к вечеру, может. Не, было такое. До часу с утра 6 жиганов небольших было. А Ну это в марте, наверное. в районе 4 часов, наверное, 3-4. Ну, весна была. Февраль, наверное, был конец. Просто натаскал полкорыта. А, черный пакет я натаскал, у меня с собой ничего не было, я все оставил на газопроводе. И пошел туда верховья. Натаскал. Полный пакет натаскал, и больше ложить было некуда. В карман же не буду складывать. И все, пошел, пакет взял в руки на лыжах. Букса не было еще. На лыжах дошел до газопровода. Выехал. Отработал. После работы приезжаю, речка взорвана. Хотя никому ничего не говорил. Увидели, что лыжня натоптана, и все, народ пошел. И уже чимба. Посмотрим, может быть, будем надеяться. Там еще не обурено. И самое интересное, это следов-то нету, народ-то здесь не рыбачил. Вот, Вообще. да, то, что выловили, нет такого варианта даже. То, что нету, мне кажется, не может быть такого. Рыба есть все равно, просто тупо не берет. Она и же всё. показывает себя Мгм. чуть-чуть. Так что будем ждать, будем бурить, потому что вдруг бывает такое и без клёва, на какого-то дурачка нарвешься, который, а вдруг захотел перекусить. Как вот мы сейчас, да, допустим. Захотели, перекусили. Ну что, пустую снимать нечего. До первой поклевки. Че, не шевелится? Не шевелится. Сегодня он вообще не шевелится. Сегодня день неподвижного кивка. Вон, птица летает. А ее даже угостить нечем. Ни одной рыбки не поймал сегодня. Отъехал уже на дальний плес, который уже всегда радовал поклевками. Здесь всегда была рыба. Парни идут потихонечку там вот вдалеке. Бурятся. В общем, приехал сюда. Бурюсь вот через каждые 5 метров. Ну, 5-6 метров. 7 может быть где-то. Не больше. Вот сделал лунок 30 уже здесь.
Ни одной поклевки. На улице уже начинает смеркаться потихонечку. Печально. Все-таки думал почему-то, что ближе к вечеру поклевки будут. Ни одной поклевки. И вот еще из лунок идет вода. Вон насколько выше получается. Сантиметра 2. Лунку пробурил, и оттуда прямо бурлит, вода идет. Завтра ожидается потепление, морозов не будет. И что-то мне кажется, в районе лунок это все сейчас затопит водой. Под снег выйдет вода. И замерзнет она только при сильных морозах. Так что много не походишь, не покатаешься. Ну, в принципе, ураган, то ничего страшного. Он не тяжелый, как буран, он и поверху аккуратно пойдет, тем более буранка есть уже. А вода будет, воды будет очень много, вон, с лунок просто выходит ее. А поклевок нет. Ни единой, даже ни малейшего намека. Видать, из-за того, что резкое потепление, наверное, упало давление резко с высокого на низкое. И это дало о себе знать. Позавчера были морозы 36, 35, 33. Вчера успокоилось, еще более-менее поклевки были изредка. Сегодня вообще тишина. Так удочку можно и дома поставить и смотреть на нее. Это не огонь и не вода. На что можно смотреть вечно. Тоже надоедает. Настроение падает. Сегодня еще день выезда домой. 3 дня пролетели вообще как 3 часа. Ну не 3 часа, но как будто бы вчера только приехали, сегодня уже уезжаем. Вообще время летит. И все. Бывает и так. Не Хариус, интересная рыба. Вот завтра он может брать просто сумасшедший. Будет рвать и метать. Может такое. Один день уже очень. Даже в течение дня может. Вот я не удивлюсь, если сейчас начнет клевать и в течение часа поклюет. Бывало и такое. Так что до конца упорно бурим, пробуем, ищем новые места. А вдруг... А, вон и Саня с Серегой топают. Тоже там, видать, ни хрена не клюет. Че, Чимба? Здорово. Везде полная чимба. Ладно. Это, наверное, звучит уже глупо, но до первых поклевок все-таки это случилось, и все-таки это произошло. Вон, только пришли, сделали 3 лунки, и вот он, наконец-то, первый хариус. Что стоишь, качаясь? Красавчик. Долгожданный. Первый хариус ближе к вечеру, и все-таки мы его дождались. И мне кажется, я понял, почему он поймал рыбу, а нам не ловится. У нас вот все лунки справа от буранки. Слева ни одной лунки нету. Серега сделал лунку слева от буранки. Если сейчас он еще вытащит второго, столько же лунок сделаю с левой стороны. Дай, Саня, парыша. Ну вот где ты был, а? Где ты был раньше? Почему вы не клюете, а? Я же рядом, да? Да? 30 лунок, блин, продырявил, наверное, и ни одной поклевки даже не видел. Получается, рыба есть и взял, говорит, еле-еле. Да, Серега? Да. Как не русский, блин. Как не Хариус. Да. Вот в чем причина? Че мормышка у тебя? Ну, желтенький такой кружочек. Золото, да? 585. 585 проба. Понятно. Повелись, значит, все-таки на золото. И вон они даже на льду не прыгают, да? Вытащили. Они, получается, это... Вялые. Вялые, но... Он еле-еле шевелится, блин. Ну-ка, давай. Я тут уже сколько его это. Сделай Его уже тут много. повторение.
Вот если это начало, то это очень хорошо. У нас сейчас еще есть порыбачить. А если это просто исключение из правил, то что он случайно попался, блин. Это просто он проплывал, ему по голове бум-бум. Что там? Кто там меня? Бум-бум. Кто там меня? Значит, надо почаще лунки бурить, чтобы, Да, чтобы в голову попасть. ему. чтобы в голову попасть. В голову стреляй, в голову, да. Вижу, не драть он меня и лезет, а жрать. Не. Тишина. Ну, это уже сигнал, это уже знак. Так что, вон сколько воды уже здесь вышло. Все в воде скоро здесь будет сейчас. Так что я, пожалуй, сейчас, пока есть готовые лунки, все-таки пробегусь, наверное, с одной удочкой. Буквально по 1 минутке. Ну и потом дальше будем бурить, будем искать. А куда деваться? У нас еще час. Теперь-то уж точно не поедем. Мы собирались ехать, да-да-да. Собирать. Как-то уже было так, мы с Ромкой приезжали. День поклевало просто отлично. 2-й день поклевало похуже. 3-й день ни одной поклевки. До часа посидели. Я говорю, Ром, что здесь ждать-то? Говорю, собрались, да поехали. Поехали, мы уже, наверное, часиков 5 дома были. А, мы еще на Соинский мост заезжали. Там порыбачили. Как-то вот так. Что, будем пробовать до первой поклевки. Ну вот и все. Сегодня сколько мы хотели? 40 штук, да, поймать? Да. Ну вот. Осталось 39. Вон. Единственный хариус. Вон пойман сегодня. И вон, смотрите. Доказательство того, что сегодня... Почему сегодня не клюет? Вон. Весь он кровоточит. Попался за губу. Выкинули его на лед, и все. Жабры. Просто вон весь кровит. Кровище с него выходит. Это верный признак того, что низкое давление и всю рыбу прибило там ее. Короче, хреново рыбе. И то, что он попался случайно, я не знаю, как он. Это действительно случай, исключение. И решились, что нечего ждать. Вечереет уже. Время сколько, Сань? 3 уже, да? Ну, что-то, наверное, около 3 уже, да. Так что собираемся и едем в избу. Надо собираться. Сегодня выезжаем домой. Домой пустыми мы не приедем. Общий улов. Приедем, раскидаем на 3 части. И там уже покажу. Так что на сегодня все. Рыбалку завершаем. Как-нибудь мы сюда еще обязательно приедем. Река на данном участке не обловлена, так что рыба здесь должна быть. И то, что здесь она сейчас не клевала, это ничего страшного. Поймаем в следующий раз. Все. Иду заводить буксировщик. Вода уже выпирает. Вся дорога сырая. Так что сейчас здесь завтра потепление. Воды будет. Ого, сколько. Вон сколько воды. Вон, все уже. Все пошло. Сейчас лунок эту всю воду выдавит, и вся река будет в наледи. Не всегда коту масленица. Ну и то нормально. Все-таки это зима, это не весна. Хотя зимой, почему? В январе мы отлично с Калиной попадали. В феврале отлично. Поедем домой. Немножко отдохнем, смонтируем ролики. Где-то, наверное, через недельку, если все нормально будет, мы опять приедем сюда и скажем: ну, здравствуйте, мы опять на реке, и может быть тогда клев будет получше. Пока заводил буксировщик, собирал свои удочки, я 5 штук ставил. Серега вон еще выдернул 2. Получается 3 хариуза. Планировали 40. На пасашок. Да, на пасашок все-таки он вытащил. По одной рыбке на брата получилось. Ну что теперь? Ну 37 не досчитались. В следующий раз доберем. Да. Ну все собрано. Спасибо, река.
До свидания, река. Мы еще сюда вернемся. Хорошо провели время, главное. Остальное. Отлично. Да. Круто. Все, занимайте места. Классно купленным билетом. Да. Я во втором ряду поеду, можно? Так, что, пока свет не будем включать, наверное, да? А? Зачем? Видно же еще что. Нормально? Полетели. Так, идут последние. Просто потеряем что-нибудь, нет? Идут последние приготовления. Вот запас топлива у нас. Планировали кататься много, катались мало. И вот такие 3 кучки хариуса. Раз, два, 3. Каждому по кучке. Что ты? Вон, говорю, еще бензин. Ты говоришь, Ну это с машины, которая, наверное, это НЗшка была, да? Да, одна. Да. Вот это вот. Ну, разницы нет, какишка. Барахла набрали, как будто на месяц сюда приехали. Вон, запас дров. Пилу, главное, надо забрать. В избе чистота и порядок. Чайник. Одеяло развесили, все, чтобы все чистота и порядок везде. Спасибо, избушечка. Согрела, приютила. И до свидания. Бог даст, еще вернемся сюда. Все, да? Все забрали, закрываем. Я еще зайду на пассажок, посмотрю. Так, забыл градусник. Термометр. Вон 9 градусов уже. На улице теплеет. Ну и все. Кончилась наша рыбалка, можно так сказать. Поехали домой. Барахла вон сколько. Ничего, ураганчик мой справится.